Здравствуйте, меня зовут Мишана Фаял. Я ученик 2 класса Жокогонской школы Татинского улуса. Я сегодня расскажу вам про инструменты, облегчающие тяжелый труд. Почему мы, жители Якутии, занимаемся заготовкой льда? Для чего это нам нужно? Как разные инструменты облегчают человеческий труд? Заготовка льда для питья – это традиционное занятие народа, которое не утрачивает свои нужды на протяжении нескольких веков. Круглый год мы пьем воду из заготовленного льда, потому что у нас нет питьевой водопроводной воды. Заготовка льда начинается с первой половины ноября, когда на озерах и реках образуется 15 сантиметров ледостава. Эта работа требует выносливости и сноровки, несмотря на кажущуюся простоту. После долгой зимы, когда потеплеет в феврале, мы запасаемся питьевой водой, закладывая лед в погреб, который будем пить до следующей заготовки льда. Теперь давайте разберемся, зачем он нужен. Заготовка льда в погреб – очень удобный и простой способ заготовки питьевой воды на теплый период года. Лед, заготовленный в погребе, не тает, не портится, потому что погреб сделан вырыт в вечной мерзлоте, так сказать, якутский морозильник. Хитрости, которые облегчают заготовку льда, передается из поколения в поколение. И способ заготовки мало изменился в течение времени, разве что добавились более удобные инструменты, которые наши отцы и деды делают сами из подручных материалов. Я с отцом выполняю некоторые домашние заботы. Отец всегда мне помогает их выполнить. Так как я еще маленький, заготовка льда мне не по силам, но я все равно хотел помочь отцу, поэтому мы с отцом сделали мне инструменты, облегчающие тяжелый труд, которыми я помог ему в закладке льда. Первый – это инструмент для рубки льда. Орудовать им было дело не из легких, но я осилил и рубил глыбы льда. Инструмент помогает легко, аккуратно, равномерно рубить лед на маленькие квадратики весом примерно 5 килограммов, которые я могу без особого труда поднять. Инструмент имеет ручку из металлической трубы длиной и острого заточенного лезвия из листовой стали. Используясь этим инструментом, я научился правильно рассчитывать силу удара, чтобы с одного раза рубить глыбу. И это необходимо для того, чтобы лед не крошился на маленькие кусочки. Порубив весь лед на кубики, нам надо было отпустить их в погреб. Эта работа тоже опасна, можно подскользнуться и упасть вместе со льдом в погреб. Также надо отпустить лед осторожно, потому что он может разбиться вдребезги. Поэтому отец сделал мне тиски захвата, которые захватывают лед, и ими удобно отпускать лед в глубину. Тиски сделаны из веревки и захватывающей основы. Научившись пользоваться тисками, я узнал, что при его использовании тратится мало моих усилий, и ими удобно пользоваться, потому что не надо ходить туда-сюда и наружу, таская по одному квадратику льда. В конце хочу сказать, что я узнал много интересного, помогая отцу, и использую инструменты, облегчающие тяжелый труд человека. Также я узнал, что мой отец ненужный металлический лом вторично использует для облегчения домашнего труда. Мне было интересно узнавать, как инструменты облегчают мой труд и как ими научиться пользоваться. Спасибо за внимание.